Добрый день, уважаемые друзья, гости, участники мероприятия «Гамзатовские дни», которое проходит на родине Расула Гамзатова. Сегодня по доброй традиции в Горских Афинах собрались ценители удивительного поэта 20 века, кавалера ордена Святого Андрея Первозванного Расула Гамзатова. День белых журавлей, или же Гамзатовские дни, это дни светлой печали, которые превратились в большой литературный праздник международного масштаба. Слово для приветствия предоставляется заместителю главы муниципального района Хунзавский район Шамилю Магомедовичу Амаеву. Салам алейкум, дорогие друзья, уважаемые гости, уважаемые хунзавцы. Вот уже прошло 96 лет со дня рождения великого Расула, сына великого Гамзата из селения аула Цада. Вот мы уже 96 лет празднуем и вспоминаем нашего великого поэта. Но мы с вами, наверное, одни из самых счастливых людей, так как мы находимся на родине, дома, в селении Цада. Разрешите от имени главы администрации и от всего муниципального района зачитать вам приветственный адрес главы муниципального района Задиева Нурмагомеда Максут Гаджиевича. Ассаламу алейкум, уважаемые друзья, гости, участники Гамзатовских дней в Хунзавском районе. Мы рады приветствовать на Хунзавской земле ценителей таланта Расула Гамзатовича. Литературное наследие великого Расула. И сегодня находят свои почитатели не только у нас в Дагестане, но и за его пределами. Поэтому традиционный день рождения Расула Гамзатова отмечает 3 дня во всей республике. Так было еще при жизни поэта. Со времен праздничный перерос в крупный международный фестиваль, куда съезжаются почитатели его поэзии. День рождения Расула Гамзатова был создан самим поэтом как поэтический и духовный день. Сегодня он твердо вошел в нашу память и жизнь как День белых журавлей или Гамзатовские дни. Этот литературный праздник очень положительно влияет на укрепление культурных Хунзаха, Дагестана и России многочисленными нациями, многовековыми традициями народов и дружбы. Давайте и дальше будем следовать тем традициям, которые нам завещал Расул Гамзатов. Жить долго, праведно жить, стремиться весь мир к богатству, сопричесть и никакой из наций не хулить, храня в зените собственную честь. С праздником Расула, с праздником поэзии, дружбы народов, Днем белых журавлей, мира и спокойствия вам и вашим близким. Спасибо. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит по небу Клим усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый,
Быть может, это место для меня. Настанет день журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Бессмертное стихотворение «Журавли» переведено на десятки языков, а количество памятников гамзатовским журавлям, сооруженных во многих городах России и за рубежом, уже приближается к 200. Можно без привлечения сказать, журавли, воспетые нашим выдающимся земляком, признанным во всем мире как символ памяти о наших павших защитниках Родины. Дни белых журавлей стали не только выражением нашего глубокого уважения к памяти выдающегося дагестанского поэта, проявлением нашей благодарности погибшим воинам в 2019 в год 20-летия разгрома бандформирований и международных террористов. Они еще стали демонстрацией силы духа, сплоченности всех народов Дагестана, Северного Кавказа и всей России. Слово предоставляется поэту, первому секретарю Союза писателей России, почетному гражданину Хунзахского района Геннадию Викторовичу Иванову. Дорогие хунзахцы, я, конечно, не пашу землю, так сказать, и не вожу там какие-нибудь автомобили и почетное звание, значит, которым вы меня в прошлом году наградили. Но это больше дань, так сказать, просто русскому поэту, который много раз уже побывал на вашей земле, вот, и который очень любит вас всех, вот, за все, вот за каждую минуту. Сейчас вышла девушка, она по-русски говорит лучше, чем русские. Вот, я думаю, как это, никакого акцента нет, ничего. Да, и сразу же это в моем сердце находит отклик. Вот. Ну, все вы знаете, кто такой Расул Гамзатов. Отмечали мы вчера в его доме его день рождения. Все вы знаете, что такое белые журавли, что за праздник. Вот. Я вам хочу прочитать несколько новых стихотворений, в каждом из которых есть ваша родная земля Хунзах. Вот короткое стихотворение, которое я посвятил моему другу, председателю Союза писателей Дагестана Магомеду Ахмедову. Сам он к вам в этот раз не смог приехать, потому что исполняется 90 лет его родному Гунибскому району, и он, конечно, поехал праздновать туда. А я ему посвятил такое стихотворение. В прошлом году, когда я вернулся в Москву от вас, я написал ему: «Друг Магомед, сложилось в жизни так, что, несмотря на всяческий бардак, нас в сентябре водою не разлей, с тобой мы встретим белых журавлей. Какое чудо, Дагестан, Хунзах, когда душа купается в стихах, когда с небес приветствует Расул, когда нас ждет его родной аул». Вот молодцы.
такое стихотворение. С горы седло шла туча на хунзах, шла туча на хунзах и на аул. К дождю менялось небо на глазах, к нам приближался небосвода гул. Но поднимал за дружбу я бокал, за братство и единство всей страны. И напоследок я еще сказал, за то, что больше не было войны. Со мной согласны были Магомед и друг Мухуч, и все, кто за столом. Пускай нам туча застилала свет, пускай гремел над нашей крышей гром, и ливень лил, и небосвод гремел, основы сотрясая бытия. Но песню, что один из нас запел, все подхватили, как одна семья. И еще, говорят, Бог любит Троицу, прочитаю еще одно стихотворение. «Вечернее воспоминание о Кавказе». Когда я первый раз приехал к вам сюда, значит, то я набрал на память яблоки из сада, из школьного. И у меня потом стала традиция, яблоки наберешь, в Москву привезешь, вот они лежат рядом, так сказать, и как-то навевают какие-то воспоминания о вас, и о вашем крае, о вашей земле. К вам вообще, когда приезжаешь, как будто на другую планету попадаешь. Вот сейчас в Махачкале с утра, как будто в Сочи. Жара какая-то такая липкая и все такое прочее. К вам поднимаешься свежо, сильно, бодро, красиво, замечательно. Друзья, вечерние воспоминания о Кавказе. Написал я его в 2007 году. На столе моем яблоки из аула сада, над столом зажигается над аулом звезда. Вспоминаю селение и людей, и музей, вспоминаю, как доброе, как родных и друзей. Все врагам нашим хочется разорвать, поломать, но Россия родимая не кукушка, а мать. Мать полям зеленеющим и горам, и лесам. Это понял, почувствовал и увидел я сам. И в ауле Гамзатовском, и в Якутской дали. О России единственной нам поют журавли. О России единственной мы и сами поем. Хоть у каждого родина и отеческий дом. Да, Россия родимая, не кукушка, а мать. И она обязательно будет всех защищать. На столе моем яблоки из аула сада. Будем вместе и братьями навсегда, навсегда. Дорогие хунзарцы, дорогие цадинцы, вот поверьте мне, что, знаете, вот какой-то прилив таких хороших чувств в душе, когда вот я сейчас сюда поднялся и смотрю на вас. Вы очень хорошие, вы очень замечательные, вы очень настоящие люди. Понимаете, конечно, вся страна переживает у нас, так сказать, по глупости политиков, по их дури, по их властолюбию, понимаете, по их какому-то неразумению. Переживают трудные времена, и вы переживаете трудные времена. Понимаете, и у нас вот в России, в моей родной области, в Тверской, тоже, так сказать, тяжело жить людям очень и все прочее. Но, дорогие друзья, вот если мы все-таки вот будем как-то вместе и не будем, так сказать, отчаиваться, я думаю, мы вырулим нормальную дорогу, и на обочине окажутся вот все те, кто сейчас не очень уважает народ, не очень уважает традиции, не очень уважает, так сказать, вообще все на свете, а живут только для своего кармана и для своих, так сказать, удовольствий. Я уверен, что народ победит всегда. Всегда. И наши дети, наши внуки все равно будут жить в время, когда будут читать Гамзатова, будут читать Пушкина, будут друг друга любить и будут в единстве в прекрасной нашей стране. Спасибо. Выступает ученица Гацатинской средней общеобразовательной школы Далгатова Айзен Сидор. Расул Гамзатов, берегите друзей. Знай, мой друг, вражде и дружбе цену, и судом поспешным не греши.
Гнев на друга может быть мгновенный. Изливать покуда не спеши. Может, друг твой сам поторопился и тебя обидел невзначай. Провинился друг и повинился. Ты ему греха не поминай. Люди, мы стареем и ветшаем, и с течением наших лет и дней легче мы своих друзей теряем. Обретаем их куда трудней. Если верный конь, поранив ногу, вдруг споткнулся, а потом опять, не вини его, вини дорогу. И коня не торопись менять. Люди, я прошу вас, ради Бога, не стесняйтесь доброты своей. На земле друзей не так уж много. Опасайтесь потерять друзей. Я иных придерживался правил, слабостью усматривая зло. Скольких в жизни я друзей оставил, сколько от меня друзей ушло. После было всякого немало, и бывало на путях крутых, как я каялся, как не хватало мне друзей потерянных моих. И теперь я всех вас видеть жажду, некогда любившие меня, мною непрощенные однажды, или не простившие меня. Ни для кого не секрет, что Расул Гамзатов – явление мирового масштаба. Его произведения в переводе на иностранные языки обрели признание на всех континентах. Умение связать национальное с общечеловеческим и высокая художественность сделали поэзию Расула Гамзатова понятной и близкой людям, а самого поэта – достоянием мирового культурного пространства. Всю мощь его прозы, поэм, стихов и простых выражений можно оценить как любой дорогой бриллиант в мире по 4 параметрам, по так называемой концепции 4С, где эти самые С – ничто иное, как огранка, чистота, цвет и каратность. И с каждым годом его произведения проявляются все ярче и ярче, отражая высокую дисперсию. На сцену приглашается представитель службы в поселке Хунзах пограничного управления по Республике Дагестан Владимир Алексеевич Петроченко. Дорогие товарищи, уважаемые участники мероприятия, позвольте приветствовать всех вас от имени пограничников службы в поселке Хунзах пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан. Конечно, тяжело что-то произносить после такого эмоционального, такого проникновенного выступления нашего уважаемого поэта Геннадия Викторовича. Вот. Но тем не менее, я себе позволю небольшое отступление и перенесусь на много лет назад, в прошлые 80-е годы, когда я, учащийся довольно провинциальной белорусской школы, я родом из Белоруссии, белорусской школы, впервые услышал в рамках школьной программы и немножко шире, первые стихи Расула Гамзатова. Уже тогда я был, скажем так, очень сильно впечатлен яркостью, проникновенностью, экспрессией, энергетикой стихов Расула Гамзатова. Прошло много лет, и сейчас я и вы сознаете, что Расул Гамзатов – это явление, скажем так, это деятель искусств не только аварского, не только дагестанского масштаба, и даже не масштаба Советского Союза и Российской Федерации. Это деятель мирового масштаба. Это та глыба, которая проставила землю Дагестана не только в пределах Советского Союза и Российской Федерации, но и далеко за его пределами. Творчество Расула Гамзатова, оно и само по себе очень замечательное, но оно еще имеет громадное воспитательное значение. Скажу, в частности, о нашей бытности. У нас служат военнослужащие практически всех регионов Российской Федерации. Сейчас по плану ротации военнослужащие в этом регионе служат не более 2 лет. Вот постоянно ребята меняются. 2 года служил, приезжают с Якутии, я не знаю, с Дальнего Востока, с Архангельска, с Прибалтики, с Карелии, с Астрахани, со всех регионов. И мы искренне гордимся
Нам есть чем гордиться старожилам этой службы, то, что мы служим на той земле, где родился и прошел свое становление Расул Гамзатов, что его дом-музей здесь. И всех гостей, приезжающих сюда, мы стараемся тоже не повести в дом-музей Расула Гамзатова. Более того, в комнате боевой славы службы, в маленьком музее нашем, есть специальный стенд. И я с гордостью, проводя экскурсии, мои коллеги, говорим, что именно здесь, на земле Хунзаха, на земле Цады, есть дом-музей, это родина Расула Гамзатова. Завершая свое выступление, хочу выразить надежду, что администрация, органы культуры, образования и вся общественность Хунзаха и района сделают все возможное в целях дальнейшего популяризации этого славного, этого известнейшего имя Расула Гамзатова. С праздником вас всех! Выступает ученица Аранинской средней общеобразовательной школы Горбекова Абидат. Расул Гамзатов. Суд. Когда завершится мой жизненный срок, и мост мне сиратский вдали замаячит, могучий судья, подводящий итог, вопросами трижды мой ум озадачит. Он спросит, оставивший жизнь позади, познал ли ты счастье, по миру блуждая? И сердце, как пламя, забьется в груди, я имя твое назову, дорогая. Он спросит, оставивший жизненный шум, познал ли ты горе на суетном свете? На грозные тучи ему покажу, не меньше в душе моей черных отметин. Он спросит, эпоха зашла, как звезда, в каком из грехов ты бы ей повинился? Лишь в том, что политиком был иногда, хотя на земле я поэтом родился. Но прежде чем суд мою участь решит, всевидящим оком всю жизнь озирая, Всевышнего я попрошу от души найти мне местечко меж адом и раем. Слово предоставляется гостю из Сирии, писателю, публицисту, переводчику Ибрагиму Истамбули. Ассаламу алейкум. أيها الناس أرجوكم حبا بالله لا تستحوا من طيبتكم لم يعد ثمة أصدقاء كثر في هذه الدنيا فاحرصوا ألا تفقدوا أصدقاءكم. Люди, прошу вас, ради Бога, не стесняйтесь своей добротой. Не так там уж в этой жизни так много, друзей много. Старайтесь, опасайтесь не потерять или не терять своих друзей. Сейчас просто по памяти я все. Для меня просто это большая честь, это великая радость приехать к вам в этот благородный край. Я так давно мечтал именно побывать в этом районе, в доме, в селе, в поселке Расула Гамзатова. Я вас любил и люблю давно, очень давно. И все благодаря Расулу Гамзатову, потому что я его читаю почти уже 25 лет. Я его перевожу уже почти 15 лет минимум. И я все о вас знаю. Я знаю, какие вы добрые люди, какие вы хорошие люди, какие у вас красивые горы, красивые места, какие вы щедрые, какие у вас души чистые. Я вас люблю давно. Я в этом убедился, как приехал, и как увидел, и как разговаривал с вами. Я в этом убедился лишний раз, что вы великолепные, гамзатские, настоящие гамзатские люди. Спасибо Богу, слава Аллаху, что мне удалось. Спасибо всем, кто мне помог приехать в Дагестан и поздороваться с вами, увидеть вас. И ради Бога никогда не забывайте, что Расул Гамзатов, как и сказали только что, это не только ваши национальные достоинства. Расул Гамзатов так любил свой народ, так любил свои края, свой город, свой поселок, свои горы.
своих людей, и он всегда их нес в своем сердце. Где бы ни бывал, куда бы ни поехал, везде всегда рассказывал о своем народе, о своем хорошем народе, о своих хороших людях, Он всегда писал о вас, и вы оправдали, и будете всегда оправдывать его надежды и его слова. Я вам желаю добра, я вам желаю здоровья, я каждому из вас, каждому дому желаю счастья, успехов и в жизни, и в личной, и в работе. Я желаю вам мира, я вам желаю процветания. Огромное спасибо всем. До свидания. Слово предоставляется нашему земляку, племяннику Расула Гамзатова, Гамзату Гаджиевичу Гамзатову. Салам алейкум, здравствуйте всем. Ну, что я могу сказать? Приятно, что каждый год в эти дни мы собираемся здесь в Цада. Приятно всегда видеть своих земляков в здравии, в хорошем настроении. Я хочу пожелать вам счастья, здоровья, всего самого доброго, удачи, благополучия. Вы знаете, наверное, Расул Гамзатов родился именно там, где должен был родиться. Он родился в селе Цада, и я думаю, вот этот цадинский дух Хунзавского района, он прошел через всю его поэзию. Я думаю, что вот эта благодатная земля, дала ему вдохновение на творчество. И спасибо большое вам, что вы чтите его память. От имени семьи Расула Гамзатова я хочу вас всех поблагодарить, сказать, что мы гордимся, что мы цадинцы, мы гордимся, что мы хунзахцы, мы гордимся, что мы россияне. Вы знаете, я вспомнил сейчас, вот выходя на сцену, вспомнил слова из книги Расула Гамзатова «Мой Дагестан». Там написано, человеку надо 2 года, чтобы научиться говорить, и 60 лет, чтобы научиться молчать. Поэтому я заканчиваю. Вам спасибо, всего доброго.
Особую значимость гамзатовским дням в Кунзасском районе и в Дагестане придает участие в них наших гостей из многих субъектов России и соседних республик и стран. Их присутствие мы рассматриваем прежде всего как знак высокого уважения к памяти Расула Гамзатова, как признание величия его имени и творчества. Мы видим в этом добрый знак внимания к нашей республике. Слово предоставляется нашему земляку, члену Союза писателей Республики Дагестан Магомеду Патахову. Ассаламу алейкум, дорогие земляки великого Расула. Вот уже, как говорится, 30 и еще 3 раза мы отмечаем в этом году праздник белых журавлей. Из года в год расширяется биография белых журавлей. Не только в нашей республике, не только в России, и за рубежом, но в целом уже до 100, наверное, дошли эти самые белые памятники белых журавлей. Вряд ли найдется стихотворение и песня, которая такой получила такую популярность, так завоевала миллионы людей сердца. Мне хочется еще раз прочитать это стихотворение «Журавли» на родном аварском языке, который написал Расул Гамзатов. Дида кола, рахда камурал васал, кирагиру кхичин канабак течин, шобабор хачуда, хахил зобазда, хахал конкрабас диссерунатилин. Эльханжел тизиан хаккахинагу, хавак от унир кассиги кадги, хезучит иратлук, цохит инебак, хебдун вачинян тарабцингуриш. Вачиня дирихо, шпел конкрабазу, колкагун цохун дун воршиназодов, раклда хутарал, хриал ватсал, дитсан ужецарал, ахилядура, маркал. На сцену приглашается народный поэт Чувашии Валерий Владимирович Тургай и поэт СП Кайчернальчик Джамбулат Кашубаев. Ассаламу алейкум. У Маяковского есть замечательное стихотворение «Казань», и там есть такие строчки. «Ваш марш, наш марш, послушай, ваш, сказал Чуваш, марш нашинский, так по-чувашски. Я ваш Чуваш, я вас люблю». Я не первый раз в саде и не второй раз. И мечтаю еще и еще раз сюда приезжать. Я думаю, я имею моральное право на это. Когда в 1970 году случилось страшное землетрясение здесь, в Дагестане, одними из первых на помощь братскому дагестанскому народу прибыли чувашские строители. Был создан специальный строительный отряд Чувашии. В основном наши земляки работали в Казбекском районе и оставили настолько добрый след о себе, что в 1972 году Дагестан и Чувашия
обменялись днями литературы и культуры. А делегацию Дагестана, солидную делегацию, которая приехала к нам в Чебоксары, в Чувашию, возглавлял Гаджи Гамзатович Гамзатов, который тогда был министром культуры Дагестана. И я еще могу с гордостью сказать сегодня о дружбе двух великих представителей страны советской. Это дружба Расула Гамзатова и космонавта-3 Андриана Григорьевича Николаева. Мы 5 сентября отметили 90-летие со дня рождения космонавта-3. К нам приехали космонавты, где-то 5, 6, 7 космонавтов. Приехала дочь Алена с сыном, с Андрианом. И был круглый стол. Конечно же, я там вспомнил Расула Гамзатова, который посетил родину Андриана Николаева, Шоршилы. Правда, тогда Андриана не было в родной деревне. Салихат Расуловна до сих пор вспоминает об этой поездке. Казалось бы, далеко отсюда до Чувашии, до Чебоксар. Разве для друзей это расстояние? 2000 километров, 3000 километров – это не расстояние. Что касается меня, я горжусь тем, что 5-6 лет тому назад мне удалось в моем переводе на чувашский язык удалось издать этот сборник. Здесь избранные стихотворения Расула Гамзатова на чувашском языке. Горжусь тем, что в эту замечательную брошюру включены журавли в моем переводе на чувашский язык. Я читал и в Махачкале эти стихи на чувашском. Кстати, у нас эту песню уже много лет поют на чувашском языке в Чувашии, когда мы проводим разные мероприятия. Я читал журавли на чувашском здесь и позапрошлом году, но хочу, чтобы вы еще раз услышали, как это великое стихотворение звучит на древнем чувашском языке. Тарназем. Хощух мана, ылганлы варжахира, тептуны шамрак паттар салдаксем, хирде выртман бек туйнать кажирен, вәжей шебек болза, шур тарназем, шау тарназем вәжей, шау ушкан. Так шандан бах, тем голоспек шильде, тен шаван бах и вертарат паршопан, тен гернычем салгуллан паледе, вәжет, тарнагарды азаплан, халаранга иза, качки тетрелехре, шавушкан рапур пөжік пужы выран, мана кегеттер волын жеклехре. Каймашкан выходили де кайсеме, манада или хойни да мне, ептар набег со спарок пашнежемень, сирешак сержинже юнизене, монах ощух, лганла варжахира, тептуна шамрак патар салдаксем, шерде вартманбек, туинать кажирен, вежейший бек полза, шурдарназем. Ну и я хочу в заключение прочитать одно свое стихотворение. Я думаю, на факт появления этого стихотворения, у нас в Чувашии очень любят это стихотворение на чувашском языке, наверное, все-таки повлияли журавли Гамзатова. Перевод Юрия Щербакова, астраханский поэт, замечательный человек. Я птицей вернулся в родное село, профессору Николаю Григорьевичу Григорьеву. Я птицей вернулся в родное село. Как долго пришлось на отчизну лететь, чтоб горестям жизни суровой назло о родине солнечной радостно петь. Я птицей вернулся в родное село. Я, павший за родину в дальнем краю, Всевышнюю волей пером облекло бессмертную чистую душу мою. Я птицей вернулся в родное село. Я бывший солдат, 18 лет, на небо мое поколение ушло. За жертвенной славой великих побед я птицей вернулся в родное село. И веру, и память Господь сохранил, травою забвение не проросло, та поле сражений братских могил. Я птицей вернулся в родное село, где мама
Упрямо сыночка ждала, туда, где рассветное солнце взошло, меня принесли два упругих крыла, я птицей вернулся в родное село. О чем заповедано петь соловью? О счастье. И я не о горьком былом, а о будущем светлом отчизны пою. Я птицей вернулся в родное село. На сцену приглашается поэт Владик Батманов, Джамбулат Кашубаев. Здравствуйте. Я в Дагестане третий раз, но у вас я впервые. Я рад и счастлив, что сбылась моя мечта побывать на родине Расула Гамзатова. Вообще, земля Дагестана, она удивительная, она поэтическая земля. И я хочу прочитать стихотворение, которое так и называется «Мой Дагестан». Я пришел сюда издалека поклониться памяти и слову. Дом гостеприимный, как всегда, принимает незнакомца как родного. За столом большим гостей не счесть, каждый здесь немного стихотворец, и непринужденно льется речь в память о тебе, поэт и горец. Много в жизни повидал поэт, но ему не заслонили солнце тени неизбежных зол и бед, без которых радость невозможна. Он оставил эту радость нам, отчеканив и в дела, и в строфы. В сердце навсегда мой Дагестан, как бессмертное гамзатовское слово. Ассаламу алейкум, уважаемые земляки. Я в первую очередь хочу поздравить нас всех с днем рождения нашего великого поэта Расула Гамзатова. В разные годы, в дни празднования Международного Гамзатовского литературного фестиваля «Дни белых журавлей», представители разных народов читали ребята свои стихи. Я тоже хочу прочитать свое одно стихотворение на лезгинском языке. Называется оно «Родина», о родной земле. Эгер закай шамагаждин тарханайда рагарал, кацухиле ракурнахис цверавайца варал, ракин нурар кабул дайза гарари вузун рахадай, техил авай талай арзаз кляй килдиакодай. Эгер закай рикин хивел сери булахханайта, багиштайза виритазя ахтин бахсазганайта. Канигада чирум патал аналуршар квадждай. Нянрал димани лухуз чулерни кошадждай. Эгер закай бахханайта без аялар кувадай. Кисмехти вай талабдайза бах такайта хатадай. Хадашки векон хурай амухдайса ярголди. Анжахаи чливайзун. Вчера таком потолди. И еще одно стихотворение прочту я вам на русском языке, чтобы у вас было представление. Оно называется «Мама». Мы все знаем, что мать у нас самая главная в нашей жизни. Где бы она ни была, всегда волнуется за нас, беспокоится. Поэтому я прошу стихотворение о матери. Сколько дней в селе я не бывал, и о тебе я давно не узнавал. Вчера во сне я тебя увидал, ах, маме, скучай по тебе. Грушу, как соловей, я без весны, как море без трепетной волны. Мне хочется, чтобы рядом была ты, ах, мам, я скучаю по тебе. Пусть далеко сейчас, но ты держись. Приеду скоро я, только дождись. Спасибо вам. На сцену приглашается прозаик, переводчик Владимир Александрович Карпов. Здравствуйте. Вы знаете, вот когда я поехал, ребята там, дагестанцы, провожая, говорят, вот там ты куда едешь, сейчас будет очень жарко. Я говорю, как жарко, там же высокогорье. А они говорят, ну понимаешь, говорит, там горы, и они как чаша. И солнышко греет, горы прогреваются, воздух прогревается, и получается очень жарко. Но я еду, это по горным дорогам, как поется в песне Гамзатова. И подъезжаю, действительно чаша, действительно горы, но думаю, как-то, видно, еще не прогрелось. Спрашиваю главу администрации, замглавы администрации вашего, он сидит, говорю, где жара, значит, обещанная, где виноградники, которые воспевал Гамзатов? Он говорит, у нас как-то виноградников нет. Я говорю, а розы, там все, цветы тоже, говорит, особо не выцветают. И тут я, человек, который лично встречался с Гамзатовым, был у него дома, но не здесь, а в Москве, который делал о нем большую передачу, где звучат его песни, где актеры читают стихи. Я вдруг как-то заново совершенно увидел этого мальчика, который здесь бегал, вот где он рос здесь, и не видел, собственно говоря, винограда этого цветущего, и цветов. И вдруг
этот Дагестан, который в его стихах, он цветущий, он прекрасный, удивительный. Я совершенно иначе его увидел, Гамзатова, этого, ко всему прочему, еще и великого шутника, вот так вот пошутившего надо мной. Но он знал, над кем шутить, потому что я родом с Алтая, с Сибири, и мой край очень похож на ваш край, ну еще более, правда, суровый, Сибирь. Кому захочется послушать, посмотреть эту передачу про Айтматова, и в то же время про Айтматова тоже, и про Гамзатова, и там есть передача у меня про Льва Толстого, Пушкина, Достоевского. Программа называется «Национальный герой». Она посвящена выдающимся людям отечественной истории. Она у меня есть на сайте, там же есть моя проза, фильмы по моим сценариям. Сайт называется просто wladimirkarpov.ru. Всего доброго. Слово ученикам Батлаичинской средней общеобразовательной школы. Расул Гамзатов, матер, мальчишка горский несносный, злом неслыхом в кругу семьи, и отвергал с упрямством взрослым все наставления твои. Но годы шли, и к ним причастный я не робел перед судьбой, зато теперь робею часто, как маленький перед тобой. Вот мы одни сегодня в доме, я боли в сердце не таю, и на твои клоню ладони седую голову свою. Мне горько, мама, грустно, мама, я пленник глупой суеты, и моего так в жизни мало внимания чувствовала ты. Кручусь на шумной карусели, куда там чушь, но вдруг опять сожмется сердце. Неужели я начал маму забывать, а ты с любовью, не с упреком, взглянув тревожно на меня, вздохнешь, как будто ненароком, слезинку тайно оброня. Звезда, сверкнув на небосклоне, летит в конечный свой полет. Тебе твой мальчик на ладони седую голову кладет. Расул Гамзатов, горцам, переезжающим с гор. Горцы, вы снова свыкаясь судьбою, переходя на равнинный простор, горство свое захватите с собою, мужество, дружество, запахи гор. Перед дорогою на перепутье, перебирая нехитрый свой груз, говор ущелий в горах не забудьте, горскую песню, двухструнный кумус. Не оставляйте своих колыбелей, старых, которых баюкали вас, седел тугих, на которых сидели ваши отцы, объезжая Кавказ. Земли щедрее на низменном месте, больше там света, тепла и красот, чистой вершины, отваги и чести. Не покидайте, спускаясь с высот. Вы, уходящие в край, напоенный солнечным светом, водой голубой. Бедность забудьте на каменных склонах, честность ее заберите с собой. Вы, оставляя родные Нагорья, не переменьте изменчивость рек. Реки бегут и теряются в море. Сущность свою сохраните навек. Горцы, покинув родные жилища, горскую честь захватите с собой. Или навечно останетесь нищи, даже одаренные судьбой. Горцы, в каких бы лучах вы ни грелись, горскую сталь сохранить вы должны, как сохраняют особую прелесть лани, что в горном краю рождены. Горцы, кувшины возьмите с собою, вы издалека в них воду несли, сочих могил захватите с собою, камня осколок, щепотку земли. Горцы, внизу вам судьба улыбнется, встретит вас слава на новом пути. Горцы, храните достоинство горцев, чтобы и славу достойно нести. Вайдир Маарулал, Расул Хамзатов. Вайдир Маарулал, Нитлей Карабшип, Шамиль Абилару, Довбат Иявчи. Шамиль роль хази театралде, Лага Черцин Хечо, Чиали Кисса. Цинги Хажи Мурат Ия Векалда, Цехола, Кивугев Киноду Яги. Сорашлу режиссер, американах, аваразул наиб, валаху левмун. О, дир маарулал, никлей карабшив, шив ахул гухал дехан живахинев. Ахбер дил Мухаммад, борха фигуру,
аххали бишана, дурна слабаца. Чуял рек и нищип, или хезицин, керилас да ханжик очон тумбуго, гессал цикана ан муйрул росабат, намуса шулканши, сун унебуго. Вайдир махарулал никлей карабшиб, шолиб жоям буго жиран шинаб кал. Доби бор халуди бахананиги, ахада худ анадур хиял гунца, хикка хималазда сил шал мужали, халибатулару миллята шулмац, бахарчияв инсу хан живасатса, босулару кыссас, хисана кысмат. Слово предоставляется поэту-переводчику Вячеславу Глебовичу Куприянову. Мне очень приятно побывать впервые у вас в Дагестане, я не первый раз. Ну, в общем, замечательно все, несмотря на то, что в этой чаше оказалось больше холода, чем тепла. Будем согревать все это собственным дыханием. В общем, салам алейкум. Вечная песня. Дети, играйте на солнце. Вас ожидают звезды. Взрослые, в тень не спешите, за вами идут дети. Сейте, земля ждет, любите, луна восходит. В море улыбок ищите свое отражение. Дети, играйте на солнце. И второе стихотворение «Эфир». Тишина в домашнем мире, только гром гремит в эфире, и из радио высот снег летит и ливень льет. Глазят горизонтали, мы восстали, отвечает не впопад непрерывный звездопад. Звезды выбивают сос, в небесах такой мороз. Все мы в инии седом были дымом, стали льдом. Вы, которые восстали, вы бы их до нас достали, в теплый нас вернули дом, а не то мы пропадем, упадем в моря земные, и моря начнут прилив, и нахлынут на Россию, Атлантиду обнажив. Хаос гомонит в эфире, в бубен бьют, гремят на лире, кто-то против, кто-то за, шум в ушах и дым в глаза. Все, что сказано, не шутка. Выключателем щелчок, и вселенная молчок. Осторожно спи и чутко, ночь темна и сон глубок. Ну и как переводчик я прочту одно из стихотворений моего любимого. Я вообще перевожу с немецкого. И мой любимый поэт, которого я перевожу, Райнер Мария Рильке. Благовещение. Слова ангела. Мы все от Господа отдалены, а Ты еще дальше нас. Но как блаженно озарены руки Твои в Твой час, в них расцветает ясность Твоя и чудо Твои черты. Я — это дом, роса — это я. Но дерево — это ты. Прости, я сбился, был путь далек, и я позабыл ту весть, которую я от Господних ног призван тебе принесть. Я должен сказать небывалое, блуждал я средь пустоты. Видишь, благое начало я, но дерево — это ты. Летел я долго мглой мировой, ни для кого не зрим. Теперь этот маленький дом твой тесен крылам моим, но здесь для тебя лишь тень я, так взоры твои чисты, и я в листве дуновенье, но дерево — это ты. Из ангелов каждый так боязлив, быть первым никто не привык, и не был еще никогда призыв, смутен так и велик, скоро свершится тому суждено, к чему ты в мечтах идешь. Радуйся, дево, в тебе зерно, ты готова, ты ждешь, ты это врата, и раскрыться им, и я эту весть несу. Слух твой сладок словам моим, теперь как эхо неповторим, мой голос в твоем лесу. Я верю в тебе, претворение в плоть, 1001 мечты. Глядел мне след, ослепляя Господь, но дерево — это ты.
На сцену приглашается поэтесса Залма Магомедова. Здравствуйте, уважаемые хунзахцы и гости. Хунзах – это моя вторая родина. Женская школа-интернат я училась в 80-х годах, я закончила женскую школу-интернат, и я считаю Хунзах своей второй родиной. Вот здесь я начала первые свои стихи сочинять. Вот там, перед Седлой горой, на высокой горе, отсюда видно мое родное селение, про которое сам Гамзат Садаси сочинил такие слова. Хасел джун сордоят, цаял ракулеб, зивури бихулеб, хамир хохечис. Это слова самого Гамзата Садаси. Когда мы здесь учились, самый лучший праздник для нас был это 9 мая. 9 мая мы все собирались, готовили заранее концерт, танцы, песни, и все собирались, где аэропорт, Алла-Арта, по-моему, там называется вот эта гора, мы там все собирались и встречали, ждали самого Расула Гамзатова. Прилетал самолет, и мы все в форме, танцами его встречали, песнями. Это был самый лучший праздник моего детства. Получилось так, когда я заканчивала школу, у меня не было документов, меня директор вызвала и говорит, мы не можем тебе аттестат давать, поскольку у тебя нету паспорта. А паспорта у меня не было, поскольку у меня не было и свидетельства о рождении. Я поехала в свой родной Шамильский район, и там нигде записи не нашла. Мне по счастливой случайности женщина пожалела меня и дала свидетельство о рождении с печатью, сказала, сама заполни. И какой, вы думаете, день рождения себе там написала? Конечно же, 9 мая. О Расуле Гамзатове я много говорить не буду, здесь много о нем рассказали. Это был великий человек. Sırrın
Слово предоставляется председателю Союза писателей Ставрополя Куприну Александру Ивановичу. Дорогие друзья, я хочу вам, жителям Родины Расула Гамзатова, передать сердечный привет от культурного центра народов Дагестана в городе Пятигорске. Вы знаете, у нас тоже гамзатовские дни начинаются с танца белых журавлят. Вот белые журавлята нас встречали вчера в Махачкале, в Парке Победы. И сегодня белые журавлята встретили нас у памятников великим Гамзатовым. И у меня вот такое стихотворение написано, назвал его «Журавлята». На земле Расул оставил песню, а в полете белых журавлей. И в груди от этой песни тесно, но печаль становится светлей. Будем жить и гордо, и крылато, нам не страшен бурной жизни гул. Мы твои по духу журавлята, дорогой навеки наш Расул. Мы идем упруго по планете, молодой задор горит в крови, и вокруг все ярче солнце светит, солнце нашей дружбы и любви. Хорошо с гамзатовским настроем постигать природу всех стихий. Мы для счастья землю обустроим и напишем новые стихи. Будем жить и гордо, и крылато, нам не страшен бурной жизни гул. Мы твои по духу журавлята, дорогой навеки наш Расул. Слово предоставляется поэту, писателю, канатоходцу, талантливейшему человеку Аскавали Гасанову. Ассаламу алейкум, дорогие друзья, гости, хунзахцы. Я сегодня очень рад и поздравляю всех от всей души. Вот здесь читали «Берегите друзей». Видишь, Расул Гамзатов каждый год возвращается с друзьями в родной аул и укрепляет узел дружбы. Это будет так и сегодня, и через 100 лет. И пока будет существовать горе и горцы, сюда приедут поколения, и он здесь, Расул, будет укреплять дружбу международно. И пару куплет родного языка я прочту. Расула, слова Расула, это моя мечта. Дир аниш. Дир вешшун анишаб ур кара мурад. Сахал адамази сахлиш шулати. Я сази берцин дева сази хунар. Хабули биша чутсаду цодорчи. Он трал хиксайги симал хехайги. Ролила зул ишкул аниш трубайги. И я хрех харахи роххил шугеги. Халика дачай чекклан хайги. Да им шулат хайги азида булка. Румру хурен хайги нистер халк азол. Хриал адамал халдир мурадал. Ножер мурадазда. Дами чошай. Поэтесса Умараги Саликова приглашается на сцену. Ассаламу алейкум, хундири джамаат. Вот я сегодня ехала и думала, если бы у меня был один шалаш здесь, я бы все время приезжала, хотя бы каждую субботу-воскресенье. Асадали, подумай над этим. Зря вы мне шалаш не дали. Я в мае приезжала, уже скучала по Хунзаху. Не скучать по Хунзаху нельзя. Не зря здесь столько поэтов родилось. Здесь аура такая. Здесь слово просится, выпячивает изнутри, выходит. Не сидит слово, чтобы
не сказать его. Вот Геннадий Викторович говорил вчера, что Дагестан должен быть столицей поэзии. Мне кажется, Хунзах должен быть столицей поэзии. И он давно столица поэзии. Цохазу, Херсазу, Заманбачани, Король Мубукина Коабилевик, Колоцуаблевик Бетан Кола, Балахилин Жеги, Жипачинилан. Чадару Хабазу Олимпиадал. Цедут Сабосила Коабилевик, Колоцуаблевик Бетан Кола, Балахилин Жеги, Жипачинилан. Бахачи, Чихиду, Заманбачани, Король Мубукина Коабилевик, Колоцуаблевик, Кашалару, Бак Алкуларуго, Хехук Алалда. Вот в этом весь Расул. Он предвидел, он сделал себе, как говорится, вечный памятник, чтобы его друзья сюда собирались и не забывали. И в этом он бессмертен. Не хочется мне умереть весною, когда сирень в цвету, и тополя проснулись, когда над головою небо ясно, и с неба ласточек любви прекрасна трель. И летом не хотелось бы уйти, когда кругом любимые цветы, цветные бабочки в волосах сплелись, и солнце только мне несет свой свет. А осенью уйти, так кто же рад? Родной земли блага не искусил, запасливой хозяйки разносолы со смаком не попробовав с друзьями. Зимой уйти, тебе там не курорт. Какой Адамов сын согласен с этим? Так разведи огонь, очаг гори, зачем мне уходить? Весна уж впереди. Каждую весну, каждую осень, зиму и лето, чтобы вы встречали в таком же полном составе с друзьями в радости, счастье и в здоровье. Еще одно стихотворение прочитаю, потому что слово, которое мы говорим здесь, может до каждого ребенка, если не дойдет, до одного хотя бы доходит. Мы этим словом лечим, мы этим словом на путь истины ставим наше будущее поколение. Поэтому слово у нас основное оружие. Не дай, Аллах, мне мысль, холодную, как снег, чтобы растаяла под первый майский гром. Не дай, Аллах, мне стих, чтоб, не смыкая век, его бы вымучил, я бросила потом. Не дай, Аллах, мне слог, чтоб был внутри меня как плод, но отклика других не находил. Не нужно слово мне, чтобы огнем маня сверкнула молнией, развеявшись без сил. Но раз мучение дал душевного труда, которому пока названия не найти, не дай ему, молю, исчезнуть без следа, но из зерна потом позволь любви взойти. Любви, счастья, радости вам. Хунзахцы, я вас люблю. Расул Гамзатов «Мудрость» читает ученик Аранинской средней общеобразовательной школы Муртазалиев Ибрагим. Расул Гамзатов, песня «Мудрость». Звучали речи добрые и злобные, и время шло, следы их не стерев. Все сущее родит себе подобное, добро и милость, ненависть и гнев. От львов родятся львы, от змей же змейки. Зло порождает зло, любовь, любовь. И скажет прошлое салам алейкум. Из дальней дали появляясь вновь, где дуб упал, побег растет зеленый. Живет и камень от былого бытия, от трусости былой живет детеныш, и у былой отваги есть дитя. Не исчезает дело незаметно, не замолкает слово навсегда. Кто не солжет, ложь не пройдет бесследно, но не пройдет и правда без следа. Белые журавли – масштабное культурное явление, еще долго будет привлекать внимание к самобытной культуре Дагестана, как
органическая составляющая культурного пространства многонациональной России. Сегодня для нас очень важно возрождение того, от чего ушли суметь, сохранить свое прошлое, без которого не будет и будущего. А ответы на все свои вопросы мы найдем в книгах великого Расула Гамзатова. Хочется завершить наше праздничное мероприятие по-гамзатовски, прочитать его классическое горское стихотворение и цитату поистине эпической книги «Мой Дагестан». Дагестан, все, что люди мне дали, я по чести с тобой разделю, я свои ордена и медали на вершины твои приколю, посвящу тебе звонкие гимны и слова, превращенные в стих. Только бурку лесов подари мне и папаху вершин снеговых. Вот и все, пора нам расстаться. Как говорится, Бог даст, еще встретимся. Вассалам, вакалам.